Здравствуйте, в студии Людмила Басыгысова. Вы смотрите передачу «Прямой эфир» с главой города Якутска Евгением Григорьевым. Евгений Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Начнем наш эфир с вопроса о реализации нацпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы уже говорили, что в этом году будет отремонтировано рекордное количество, это 48 километров. Сезон дорожных работ начался с пригорода Якутска, села Хатасы. Да, действительно, мы сегодня ведем уже полномасштабные работы, разворачиваемся с каждым днем, все больше и больше объектов выходит. Вообще у нас 48 километров, это 44 объекта. Из этих 44 объектов индикаторы этого года, 48 километров, дают 36 объектов, вводимые в этом году. 8 объектов мы будем ремонтировать в течение 2 лет. Это, например, как в этом году мы заканчиваем ремонт окружного шоссе, которое было начато в прошлом году. То есть есть 8 улиц, которые будут делаться 2 года. В этом году 36 объектов. Все эти 36 объектов прошли процедуру контрактации. По каждому у нас определены подрядчики. Работы начинаются по каждому из объектов. Поэтому можно сказать, что по вводным объектам текущего года 100% контрактация достигнута, как и планировалось в первой половине июня. Сегодня мы имеем уже асфальтное покрытие на территории Хатасов. Работаем на Луговой, в пригороде. Также началась работа в Тулагино по укладке асфальта, тоже ресайклером. Насколько мне известно, вот в пригороде применяются современные технологии. Вот старый асфальт превращается в надежный фундамент для будущего покрытия. Действительно? Да, технология холодного ресайклинга нами используется с прошлого года. До этого мы посмотрели опыт применения этой технологии на республиканских трассах, конкретно на трассе Умнас. Как холодная регенерация, то есть это снимается верхний слой асфальта с покрытием щебня, и, значит, через специальную машину пропускается ресайклер, и делается основание под асфальт. Соответственно, не завозится на место щебенка новая, соответственно, экономятся средства, деньги, и самое главное, быстро. В условиях нашего короткого строительного сезона, а мы, наверное, по всей России строим в самое короткое время. Использование подобных технологий позволяет справляться с амбициозными задачами, такие как 50 километров за короткий строительный сезон в городе Якутске. В рамках нацпроекта планируется глобальная реконструкция проспекта Ленина. Расскажите, какие сейчас работы проводятся? Сегодня жители города Якутска могут наблюдать на проспекте Ленина работы, которые продолжаются силами водоканала. Это работы, связанные с ремонтом коллектора, который лежит по проспекту Ленина практически по всей его глубине. Это плановая работа, которая была запланирована изначально с республиканскими властями, с водоканалом. Водоканалу доведена субсидия в размере 35 миллионов в текущем году и в прошлом году порядка 25 миллионов. То есть на эти суммы идет плановая работа по коллектору. Как только они закончат плановый ремонт коллектора, мы, начиная с улицы Кулаковского и пересечения проспекта Ленина, то есть от республиканской прокуратуры в сторону центра, начнем ремонтировать проспект Ленина в этом году. Вообще, по проекту организации строительства, ведения работ на проспекте Ленина, исходя из объемов и исходя из календарного планирования, это порядка 3 лет. То есть мы понимаем то, что к 2022 году, к столетию Якутской ССР, мы сдадим центральную его часть. Это начиная от улицы Кулаковского до здания ЛОРПа, до Дзержинского. 2 оставшихся хвостика от Дзержинского до Хабарова и от Кулаковского до Красноярова мы сделаем в 2023 году. Уже сегодня, в принципе, мы провели глубокую проработку, связанная с работой по нестационарным торговым объектам, предприниматель, который там работает, по согласованию, значит, эскизов остановок, значит, новых зеленых насаждений, значит, применению гранитной плитки, гранитных бордюров, а также амбициозной задачи по реализации концепции «Чистое небо», то есть провода должны быть уложены в коллектор. Вот эта вот вся работа проведена с привлечением широкой массы людей, как экспертов, так и сообществ, такие как урбанисты Севера, архитекторское сообщество города Якутска, ресурсоснабжающая организация. Большая работа проведена. То есть сейчас выходим к логическому завершению. В ближайшее время, как будет пройдена экспертиза, там осталось буквально несколько замечаний, мы готовы будем провести конкурсные процедуры для того, чтобы определить подрядчика.
А в целом сколько подрядных организаций задействовано в нацпрограмме? В текущем году у нас пока работает, определены по результатам конкурсных процедур 8 подрядчиков. Из них основной подрядчик – это республиканская компания «Рикавтодор». Это консорциум, который создан путем объединения республиканских дорожных организаций. У нас силами «Рикавтодора» будет отремонтировано порядка 26 километров дорог. Это технология ресайклинга. Также у нас работает, продолжает, значит, вот в этом году знаковый объект вводимый, это окружное шоссе. У нас идет реконструкция окружного шоссе. Мы с двухполосной перейдем в четырехполосную, с ограждающей центральной конструкцией, с велодорожками. Вот, и в этом году и вот этот объект будет вводиться. Там Дорстрой подрядчик, плюс Дорис у нас вернулся. Дорис работает у нас в Тулагино. Ну и местные подрядчики, которые вот уже не первый год работают на дорожном строительстве. Я знаю, в Москве вы приняли участие в совещании Росавтодора, где Якутск защитил программу дорожного строительства в рамках нацпрограммы. Расскажите поподробнее. Действительно, мы, делегация из Якутии, приняли участие в коллегии Росавтодора. Делегацию Якутии возглавлял первый заместитель председателя правительства Дмитрий Дмитриевич Садовников. Также в составе делегации был министр транспорта Владимир Михайлович Щивцев, ну и руководители, значит, управления дорог, а также федеральных дорог. Мы доложились по проработанной работе по планам в целом республиканских и в части их план дорожного ремонта по национальному проекту города Якутска. Я очень рад тому, что благодаря поддержке правительства и Росавтодора те планы, которые мы ставили для себя, они утверждены. То есть в рамках тех показателей, которые мы объявили, мы идем к подписанию соглашения. Что это значит для нас, для жителей города Якутска? Это показатели еще 156 километров. Среди них есть очень сложные капиталоемкие проекты, такие как проспект Ленина, реконструкция улицы Можайского от рынка Белое озеро до Стеллы Мархи в четырехполосное исполнение, подъездные пути к Ленскому мосту. То есть это все проекты, которые стоят очень больших денег, и поэтому общая потребность денежных средств только для города Якутска по национальному проекту составляет 9,9 миллиардов рублей. То есть это огромное вложение в город Якутск во благо жителей его. Поэтому это хорошая новость. Евгений Николаевич мне сообщает, что поступил первый звонок. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Ага, Евгений Николаевич. Мы вот за вас голосовали, жители улицы Текиадулока. И хотели бы узнать, какие сроки ремонта нашей дороги и дойдет ли она до ветеранской или нет. Так, Спасибо за вопрос. Спасибо. Да, Текиадулока у нас действительно стоит в графике ремонта текущего года. Значит, у нас подрядчик приступит к работам, там они идут по мере продвижения. У вас на Текиадулока появятся они в июле месяце. Ну, то есть, но тем не менее, мы с июня уже начинаем подготовительные работы. В ближайшее время уже будет ограниченное движение. То есть, вот, в ближайшее время ожидайте, у вас появятся уже работники, выйдут. Что касается ямочного ремонта, на каких городских улицах он запланирован и ведется? У нас ямочный ремонт в этом году. Мы работаем на 43 улицах по графику определенному. У нас 5500 квадратных метров, тот объем, который необходимо сделать. Ну и там ежесуточно, каждую смену мы делаем порядка 100 квадратных метров ямочного ремонта. Перечень улиц уже определен, по которым нужно пройти. Он учитывает, значит, вот национальный проект, то есть нет смысла делать там, где мы через какое-то время зайдем уже, если будем снимать верхний слой асфальта. Вместе с тем, вот, много вопросов поступает, почему на проспекте вы делаете ямочный ремонт, неужели об этом ремонте вы говорили? Нет, конечно, это не так. Мы понимаем то, что в этом году мы начнем с улицы Кулаковского и будем идти в сторону центра. И очевидно то, что не весь проспект мы, значит, захватим в этом году. Поэтому те объемы, которые ямочным ремонтом проведены у кинотеатра центральной в сторону площади Орджоникидзе или от Кулаковского дальше в сторону Красноярова, это те объемы, которые как минимум год еще будут находиться в таком состоянии в асфальте. Поэтому имело смысл там провести ямочный ремонт. В целом необходимо отметить то, что ямочный ремонт мы проводим
силами Якутдорстроя, это наше муниципальное предприятие, из года в год этим занимается. Ну и по мере необходимости мы, значит, и улучшение общего качества дорог, я надеюсь, что мы постепенно придем к еще быстрому ремонту, ямочному ремонту. Для этих целей в этом году мы купили новую линию для Якутдорстроя. Это катки, фреза, значит, и асфальтоукладчик. Поэтому в ближайшее время с наращиванием компетенции мы будем еще быстрее, еще лучше делать ямочный ремонт. Из года в год мы усиляем наши позиции. Качество проведения ремонтных работ оценивают и общественники. Проблемные дороги есть не только в центре города, они есть и на улице Чернышевского в сторону Покровского тракта, на улице Халтурина. Да? Там выявлены изъяны. В этом случае подрядчик обязан исправить все недостатки. Да, у нас по общему правилу в рамках контрактации и действующего законодательства гарантийный срок на верхний слой от 4 до 5 лет, ну и до 8 лет на дорожное полотно само. Значит, мы неукоснительно требуем всех подрядчиков исполнения гарантийных обязательств. Здесь вы правильно отметили, что у нас ежегодно с каждым разом вовлеченность общества в эти процессы растет. И я признателен неравнодушным гражданам, которые видят и подают сигналы, что, безусловно, еще больше обращаем внимание на какие-то моменты, хотя на самом деле, исходя из общего объема проведенных работ, количество гарантийных обязательств, но оно не такое большое, как могло бы быть на самом деле. Исходя из того, что мы первые года, когда начиналась эта вся работа, и у техники толком не было, у подрядчиков и работников такого объема не было. Ну, с каждым годом все становится лучше. В прошлом году подрядчики обновились, технику были взяты в лизинг новое оборудование, те же асфальтоукладчики, которые имеют привязку к спутникам, и благодаря этому, значит, угол укладки асфальта он делается уже автоматически, да, что является улучшением качества. То есть такими методами, вложением в технику, обучением людей мы из года в год становимся лучше, и гарантийных обязательств, думаю, будет становиться меньше. В Якутске силами дорожных рабочих и специализированной техники также проводится ежедневная уборка улиц и тротуаров от пыли. Расскажите. Да, мы с дорожного полотна, с тротуаров пыль убираем в основном силами Якутдорстроя. У нас для этого работают сканди, это пылесосы, которые, значит, убирают песок речной, пыль. Вместе с тем, вот сегодня хорошая новость поступила, мне Андрей Анатольевич Высоких отправил видео, где значит, представлена техника, которая сейчас будет доведена до управ. Это ручная техника, которая будет собирать пыль с тротуаров. То есть мы понимаем то, что здесь пыль и песок в городе Якутске – это одна из основных проблем, которая связана с общей фундаментальными проблемами, которые есть. И на самом деле, пока мы не исправим 3 больших проблемы с пылью, они будут носить постоянный характер. Во-первых, нужно разобраться с системой водоотведения. В городе Якутске отсутствует как таковая хорошая система водоотведения. Она необходима для того, чтобы могла позволять, значит, уводить воду, вместе с ней и пыль в систему, значит, лотков, каналов, и уже очищать дорогу с этого. Вторая, значит, большая проблема – это, значит, использование речного песка как противогололедного материала. Мы за зиму только 32 тысячи кубических метров речного песка рассыпаем на дороге, потом поллета их собираем. Третья большая причина – это общая неблагоустроенность города Якутска. То есть мы сейчас асфальтируем дороги, заходим на дворовые территории, значит, внутриквартальные проезды. Ну и пока мы все это не сделаем, да, то есть у нас же, посмотрите, у нас половина города грунтовые дороги, а во дворах у нас, к сожалению, изредка где есть новый асфальт. Именно поэтому благодаря поддержке Илдархана мы сейчас, значит, запустим программу по благоустройству дворовых территорий. Программа Илдархана, она будет по не менее 30 дворовых территорий. Ежегодно мы будем ремонтировать, что к 2024 году позволит около 100 дворов отремонтировать. И с окончанием национального проекта БКАТ и программы Илдархана это качественно поднимет на иной уровень благоустройства в городе Якутске. Я в этом убежден. Заасфальтировать дворовые территории, убрать открытый грунт, систему водоотведения сделать, убрать речной песок как противогололедный материал, сделать больше озеленения, больше деревьев. И тогда в городе Якутске пыли станет значительно меньше. Но мы над этим работаем.
Евгений Николаевич, вот как раз поговорим о трехлетии благоустройства и озеленения Якутска. Я знаю, выделены основные 4 направления, да? Да, у нас озеленение. Мы должны заняться дворовыми территориями. Вот, значит, мы должны разработать схему водоотведения, ливневой канализации в городе Якутске. И по этим направлениям мы должны очень серьезно продвинуться. Вот, трехлетие благоустройства, оно в принципе уже было снято вот со всего, да, то есть, когда особенно замечаешь, насколько у нас есть ряд проблемных вопросов, которые человек не успевает в течение 1 года сделать. Проведение тех же строительно-монтажных работ требует проведения там проектно-сметной документации, прохождения экспертизы, отторговки и, значит, реализации. Очевидно, что имея такой большой объем задач, который сейчас есть в отрасли благоустройства в городе Якутск, это невозможно было сделать 1 годом. Поэтому вот в течение 3 лет плановая работа только над благоустройством, вовлечение в этот процесс горожан, предприятий, принятие новых правил благоустройства, в которых уже ответственность будут нести и сами предприниматели, владельцы зданий, значит, единый дизайн, код по вывескам, подход по уборке мусора и прочее. Вот это вот в течение 3 лет мы должны причесать город, подтянуть его благоустройство. Что касается освещения городских улиц, сколько средств на это выделено? В этом году выделено, скажем, рекордное количество средств. У нас изначально в муниципальной программе было заложено 8,6 миллиона рублей. Благодаря поддержке Айсена Сергеевича нам было выделено 100 миллионов рублей, из которых мы 70 миллионов рублей отправляем на освещение. 30 миллионов рублей мы отправим на теплые остановки. Это вот в рамках столичных функций Айсен Сергеевич четко понимает проблемы города Якутска и жителей его, и поэтому вот большая благодарность ему от лица горожан. Вот мы в этом году благодаря поддержке сможем осветить порядка 600 новых светильников. То есть это в разы больше, чем делалось ранее. В прошлом году мы тоже взяли для себя как бы рекордный показатель. Мы сделали 261 опору, в этом году уже почти 600. Поэтому вот с такой динамикой, такими темпами мы должны прийти к 100%. Я для себя ставлю задачу 100% освещенность города Якутска. Сегодня мы имеем 64%, но к осени, когда все эти работы будут завершены, мы уже гораздо выше подтянемся. Помимо этого, светильники и освещение уличное строится также по линии безопасных качественных дорог, национальный проект, там, где оно есть, оно меняется на светодиодные. Вот. И, собственно говоря, уличное освещение – это безопасность, комфорт, это очень важно. А на каких улицах? Там порядка 20 улиц по городу Якутску, там большой перечень. Есть отдельный где захват. можно узнать эту информацию? Она у нас есть, мы ее вывесим на сайте. сайте? Да, есть. Она открытый источник. Одним из знаковых проектов трехлетия станет благоустройство Парка Победы. Вот расскажите. Парк Победы – это замечательное начинание, которое было начато в прошлом году с Арданой Владимировной в честь 75-летия Великой Отечественной войны. Мы в прошлом году провели первый этап работ. В этом году мы в ближайшее время, значит, уже конкурс объявлен, должны, значит, по результатам конкурсных процедур определить подрядчика и завершить первый этап. В первом этапе мы получим готовый мемориальный маршрут. А что такое мемориальный маршрут? То есть это возможность пройти по кругу парка, в котором будут установлены специализированные места, где будут по QR-коду, значит, солдатские письма, начиная с 45 по 45 год. То есть это возможность ознакомиться с переживаниями людей, которые прошли через это испытание. Это возможность такая, чтобы наши дети, мы сами видели, значит, погрузились в эту обстановку. Это мемориальный маршрут, это не про там, развлечения, это про память, про великий подвиг наших дедов. Также отрадно то, что в этом году совместная работа с Министерством обороны, республиканскими властями нам позволит получить 12 единиц военной техники. К нам в конце сентября она должна прийти. Там танки, БМП, БТРы, которые, значит, мы установим на территории Парка Победы. Планируем установить. Вот сейчас на прошлой неделе стало это известно. То есть и получится такая возможность, что прийти, посмотреть и на военную технику,
ровно как это реализовано в Москве в Парке Победы, там, где стоит бронепоезд. В Парке Победы состоялась акция «Сад памяти». Вы лично приняли участие. Вообще любой горожанин может, да, принять участие? Конечно, конечно. У нас ежегодно мы проводим, значит, вот и сад памяти проходит акции, значит, и силами городского округа мы в честь, в дань уважения там высаживаем деревья, и это будет продолжено из года в год. Это очень важно. Мы должны сделать зеленый, хороший парк в городе. Ну и сама смысловая, значит, сам смысл этой акции, он очень правильный. Вот формирование современной городской среды. Сколько дворов по этому списку нуждаются в благоустройстве у нас в городе? На территории города Якутска при рейтинговом голосовании, которое было проведено в 2018 году, в 2017-2018 годах работа была проведена, определено 98 дворовых территорий, по которым вот был определен список. Ну, безусловно, с того времени ситуация где-то поменялась. Мы на первом этапа, значит, вот, скажем, уже полностью программы Илдархана, мы взяли первые, значит, 15 дворовых территорий, которые были там. Ну и сейчас, соответственно, мы, применяя новые подходы, значит, такие как комплексность, наличие, значит, там ремонта фондом капитального ремонта, ну, то есть тому, чтобы была целостность. Да? Если провели фонд капитального ремонта, провел ремонт дома, логично будет провести ремонт благоустройства у этого дома, чтобы, ну, жители сразу почувствовали полностью изменения. Плюс наличие там рядом прохождения тех же дорог, которые мы ремонтируем по БКАДу, квартальный принцип. Поэтому мы сейчас будем этот список немножко корректировать, обновлять, ну, опять же, с участием жителей, с участием общественности, чтобы это все было вот общим нашим решением. В Якутске многодетным семьям выделили бесплатные земельные участки. Где именно, сколько семей получили и будут ли земельные участки обеспечены инженерной инфраструктурой? Ну, здесь, к сожалению, гордиться нечем. Здесь нет результатов, которые мы значит, хотели бы видеть. К сожалению, в этом году мы пока передали только 196 земельных участков. Вместе с тем очередь на земельные участки порядка 6,5 тысяч человек сегодня ожидают. Сегодня мы знаково ждем, значит, решения вопроса с федеральными структурами, конкретно с Росимуществом. У нас планово двигался вопрос из выведения из лесного фонда в сельхозфонд 3 земельных участков по, значит, Намцирскому тракту, по Маганскому тракту, по Вилюйскому тракту. При разделении этих земельных участков на земельные участки под ИЖС, под садовые, то есть под предоставление многодетным, можно было бы передать порядка 3000 семей. Сегодня вопрос у нас пока в подвешенном состоянии в Росимуществе. Росимущество имеет отдельную позицию, потому как передавать или не передавать городу Якутску. Вот, будем работать с коллегами. Значит, я думаю, в любом случае мы должны достигнуть того, что многодетные семьи должны получить по закону получающиеся земельные участки. Закон этот федеральный. Соответственно, для меня, как и для горожанина, нет разницы, федеральная эта земля или муниципальная. Если нам, значит, государство говорит, что многодетная семья должна получить земельный участок, ну, давайте до конца выведем его из федеральных земельных участков, ну, во благо людей, во благо населения. А что касается инженерной инфраструктуры для тех, кто уже получил? Инженерная инфраструктура. Вот здесь, значит, мы для себя понимаем, что инженерная инфраструктура обязательно должна быть подведена. Ровно по этим расчетам мы совместно с республиканскими властями, с Министерством строительства реализуются проекты по подключению газовой инфраструктуры. Так мы подключим 1310 земельных участков в поселке Северном, 945 земельных участков в Хатасах. Значит, сегодня в Северном проводятся работы по, опять же, освещению улиц. Была проведена, значит, работа в 2019 году по строительству моста и дороги. Ну, в этом году мы должны начать работу в Хатасах по, значит, подводу дороги, значит, и по прохождению экспертизы. Вот, и поэтому инфраструктуру мы бы обеспечим. Было бы что обеспечивать, значит, те земельные участки, которые мы на Намцирском, Маганском, Вилюйском тракте, мы изначально и планируем обеспечивать инфраструктуру, как только будет решен вопрос имущественного характера. Евгений Николаевич, напомните, пожалуйста, как население может связаться с вами?
Ну, через приемную, через электронную почту якутской администрации, которая видна на сайте, ну, а также можете обращаться там в социальных сетях, через тот же Инстаграм, то есть мы отслеживаем. Евгений Николаевич, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. До свидания. Спасибо. А я напоминаю, что вы смотрели передачу «Прямой эфир» с главой города Якутска. С вами была Людмила Басыгысова. Всего доброго.